7 сентября, в день юбилея, академика Олеку Гварамия поздравили его друзья, коллеги и соратники из разных стран. В кабинете Олеку Алексеевича в Агу была организована онлайн-встреча, во время которой ее участники смогли поздравить юбиляра и, как они выразились, виртуально поднять бокал за его здоровье. В Новосибирске много людей есть, которые тебя любят. Да. Вот. Любят, уважают, вот, ценят твою и человеческие качества, научные качества, государственные. Молодец ты. Абхазский университет держит столько лет в эти сложные времена. Всего-всего тебе доброго и хорошего, много-много лет здоровой и счастливой жизни. Хочу поздравить Олега с его днем рождения, но при этом я должен сказать важные слова. Я особенно рад его поздравить, Олега. Он многое для меня значит, очень многое. Какое и что, я еще скажу, но Олег замечательный человек, и дай Бог ему и здоровья, и творчества. Как единственный коллега по Абхазскому университету здесь, в этой группе сейчас, я хочу еще сказать пару теплых слов относительно Олега Алексеевича Гварамия, нашего ректора. Вот, я имел привилегию работать под его руководством. Это так было хорошо и приятно. Все вопросы решались легко, если они были разумные, сразу. И никаких других так называемых советских затяжек. Знаете, как это было в старые времена? Советские заморочки. Что-то вроде бы хорошее можно сделать, но вот правильных слова туда не подобрались, и поэтому ничего не идет. Здесь было все легко, было хорошо. Я хочу пожелать Олегу быть веселым и получать удовольствие от жизни. Ой, Женя молодец, организовал, всех увидеть мог. Я очень рад, что тебя вижу, Олег. Вспоминаю все наши встречи, всегда просто это самое теплое к тебе чувство и все. Да, присоединяюсь ко всем словам, не буду затягивать, а то руки держать, наверное, устают. Хочу пожелание. Очень хотелось бы обнять тебя не виртуально еще, а вживую. Вот за то, чтобы еще, я добавлю, чтобы мы встретились еще вживую. Гармонию Олега, потому что прекрасный математик, но всегда, вот с самых первых минут, когда мы познакомились когда-то, Олег же был чемпион Грузии по боксу, да? А потом, так сказать, судья. И, так сказать, причем очень объективный, корректный судья, так сказать, да. И вот эта гармония, что в одном человеке такой вот прекрасный мужчина и ученый, и, да, она до сих пор его преследует, потому что это один из самых мужественных ректоров. Самые трудные, может быть, минуты для университета он все-таки сумел не прервать образование, а как сказать, вылететь составом студентов, своих студентов. Так сказать, да. Олег, за гармонию твою, и никогда себе не изменяй ни в чем. Я помню, как Олег появился на алгебраических конференциях. Я был тогда еще моложе. Молодой, веселый, очень открытый. Он всегда был очень открытый. И то, что здесь собрались люди со всех континентов, это не случайно. Олега много лет, и я очень поддерживаю предыдущие тосты, очень хочу встретиться вживую. Приезжай. Я представляю Кишинев, школу Белоусова. Олег Алексеевич считается учеником и не только в Лисаксаковича Котве, но и белоусовским учеником. Для меня Олег Алексеевич дважды оппонент. Он оппонировал у меня кандидатскую и оппонировал у меня докторскую диссертацию. Так что в каком-то смысле вы мой папа. Вот. Конечно, поздравляю кавказского здоровья, кавказского долголетия. Все нормально, киза есть, и мы будем жить. Мне, во-первых, очень приятно, что у моего папы
такие близкие, теплые люди, которые вот столько лет сохраняют теплые дружеские отношения, это значит, что вы все дружить столько лет могут только очень хорошие люди. Я за вас всех поднимаю этот тост. Это чача. 10 граммов, знаем, за вас. И вообще, у меня недавно был случай такой. Мой друг мне позвонил, я вот тогда понял, что из себя представляет мой отец, окончательно. Когда мне позвонил мой друг и сказал, что, ты знаешь, я сейчас, говорит, ехал в такси. Я говорю, что? Ну, вот разговаривали с таксистом, выяснилось, что он абхазец. Он сказал, я одного абхазца знаю, ну, вот такой-то, такой-то. Он говорит, не знаю. А может, ректор университета абхазского, это его вот, отец. Он говорит, как? Он говорит, Олег Алексеевич, что вы говорите? Он его отвез бесплатно. Я понял, что такое слава. Дело в том, что я вот смотрю на Лешу и думаю, что он очень похож на дедушку. Олег нас принимал с достойной начала 80-х годов, провел конференцию в Сухуми. Замечательная конференция, душевная атмосфера. И все закончилось поездкой в деревню, где я пил, я, например, пил рог. С большим удовольствием. Потом я с большим удовольствием это вспоминал, когда отошел, меня подняли. Но замечательный человек, замечательный математик и блестящий организатор. Умеет создать вот атмосферу хорошую. Я думаю, что Абхазский университет имеет замечательного ректора. Успехов Олега. И здоровье главное. Еще раз здоровье. Я же хочу сейчас сказать, что без сомнения человек чувствует себя молодым, поскольку покуда у него есть дело, работа и планы творческие, и обязанности, кстати говоря. И вот я хочу пожелать Олега, помимо его обязанностей и планов как ректора, тут он достиг каких-то совершенно необыкновенных высот, и мы все это чувствуем. Это чувство, которое мы не являемся студентами, но чувствуем, что он делает для Абхазии, какова его роль вообще в образовании в Абхазии, какая его роль вообще в стране. Я вам обещаю, будет у меня возможность, я к вам приеду. Но обещайте мне, что будет у вас возможность, ко мне приезжайте. Спасибо вам. Великое. Ну, в конце концов, эта речь была настоящая.